В основном хотелось бы затронуть практический момент по реализации вопросов местного значения, послушать коллег более опытных. Мы, как молодое поколение, хотим на их опыте уже, на методах проб и ошибок ориентироваться в своей работе. Конкретно какие вопросы? Конкретно какие вопросы? Вот вас что интересует? Строительство социальных объектов, участие в программах различных, которые проводятся в нашей республике. Хорошо. А как вы думаете, какую меру нужно принять для оттока молодежи из населения? Ну, во-первых, необходимо создать нормальные условия, чтобы специалисты молодые там жили, нормально жили. Это, например, в нашем случае центральное отопление хотя бы и условия вообще для работы. Хорошо. А какую меру нужно принять для борьбы с алкоголем, с легализацией алкоголя? Ну, в этой части, я думаю, сейчас нашим правительством наравне с местными органами власти ведется плановая работа, но она все-таки исходит из желания населения бороться с алкоголем. Если есть желание населения снизу, то работа пойдет, а если вот будет такое отношение к этой проблеме, то, наверное, будет трудно решать этот вопрос. Нехабуланы самый блин. Как глава экономика, хозяйственные, психологические, хайбы форма, форма, Учат тылаттан барбатын курдуктугуна ханада. Учат там барбатын производственный сайдына ханада, үлемесinin тағыры ханада. Оны то эдерчетикеттер спорт, культура, оны то совместимые болады. Я как избранный глава, я хотел бы узнать, наверное, по именно юридической точки зрения по оформлению нормативных актов и самое главное по учредительным документам, которые сейчас уже у нас многие изменения по уставам идут, и из-за этого вот первоначальная задача есть меня, что привести в соответствие устав, в соответствии с федеральным законом. А какими еще дополнительными полномочиями можно наделить глав поселений для более эффективной работы? Что можно сказать? Я не знаю, я чисто от себя могу сказать. Сейчас я вот 16 августа работаю, и основной проблемой была именно переправа. Переправа сейчас, по-моему, Чаулуса у нас. И у нас село находится на левом берегу Индигирки, а центр находится на правом. И это переправа у нас основная больная проблема. Хорошо. Какие меры вы считаете нужными для остановления оттока молодежи из поселений? Тоже я от себя скажу, вот за короткое время у нас вот как по линии Минсельхоза были именно на строителе индивидуального жилья для молодых специалистов. И по критериям очень много проблем. Это изначально, что до 35 лет человек должен жить, а у нас жить на селе, у нас, как говорится, село находится на левом берегу, на правом берегу центра. Основная часть молодежи работает в центре поселка Улуса, Белой горе. Из-за этого у нас не подпадает под этот критерий, во-первых. Во-вторых, не должен быть еще первоначальный капитал. У молодого специалиста нету этого первоначального капитала. Еще должен быть земельный участок. То есть, очень много критериев, там порядка сколько там, 20-30 критериев. Из-за этого проблема.